Добрый вечер. Это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый, может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Фарид Назмудинов из Новосибирска и Ринас Васиков из Бавлов. Привет. Здравствуйте. В последние года я разговариваю мало по-татарски. В основном общение на татарском происходит, когда я приезжаю в гости к своим родственникам. От игры ожидаю, конечно же, победы, а также новых впечатлений, новых знакомств. Какой-то, может быть, опыт приобрести. Здравствуйте, меня зовут Ринас. Я пришел на эту программу, чтобы узнать, насколько хорошо я знаю татарский язык, или знаю ли я его вообще. Ну и получить яркие эмоции, впечатления, если получится победить. Фарид, Ринас, правила первого тура нашей телеигры очень просты. Сейчас вам будут предложены две темы. Вам нужно будет выбрать одну из них. В каждой теме вам зададут 10 вопросов. 10 слов, которые будет необходимо перевести с русского языка на татарский. Каждому слову будет предложено 3 варианта ответа. Если вы выбираете верный, получаете 2 балла. Если неверный, то из 2 оставшихся правильный ответ будет шанс выбрать у вашего соперника. И в этом случае он сможет заработать 1 дополнительный балл. Все понятно? Да. Понятно. Отлично. Уважаемые друзья, в эфире телеигра «Переведи». И мы начинаем. Фарид, Ринас, перед вами 2 темы. Любовь и наука. Решайте, кто выбирает. Ринас, давай все. Пусть будет наука. Пусть будет наука, сказал Ринас, и так грустно посмотрел на любовь. Эх, наука так наука. Ринас, играем с вами. Как будет по-татарски ученый? Табиб, укатуще, галим. Галим? Галим. И это правильный ответ. Действительно, галим – это ученый, табиб – это доктор, а укатуще – это преподаватель, учитель. Фарид, играем с вами. Как по-татарски будет наука? Фен, эдебиет, жамгиет. Ого. Жамгиет, эдебиет. Это ваш вариант ответа? Нет. Фен, эдебиет, жамгиет. Наверное, фен. Наверное, фен. Наверное, правильно. Да, действительно, фен – это наука. Жамгият – это общество, а эдебият – это литература. Играем с вами, Ринас. Как же по-татарски будет слово «открытие»? Ощаш, ощак, ошлык. Открытие века. Ощаш, ощак или ошлык. Ашлыкта бар инде. Ощаш. Ощаш. Все-таки ощаш, сказал Ринас, и все-таки он прав. Действительно, ощаш – это открытие. Ощак – это открытый, а ошлык – это голод. Играем с вами, Фарид. Переведите на татарский язык слово «мысль». Фикерляу, фикер, фикердашлик. Фикерляу, фикер, фикердашлик. Я думаю, что второе. Фикер. Да, фикер. И это правильный ответ. Действительно, фикерляу – это мыслить, думать, да, вот как-то вот именно в этом ключе. А фикердашлик – это единомышлие. То есть фикердаш – это единомышленник. Играем с вами пока без ошибок. Ринас, подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «способ»? Аслау, асул или алас? Аслау, алас или асул? Все через «ы». Все через «а». Как операция «ы». Операция «э» или вообще есть такая версия, что в татарском языке слово «э», буква «э» заменяет и «да», и
нет и ничего себе. То есть. Алас. Алас. Почему алас? Точно так же, почему и Аслау, и Асул. Просто потому что на букву А. Да. Итак, ваш окончательный вариант ответа Алас. алас. И это неправильный ответ. Фарид, есть возможность заработать дополнительный балл. Как вы думаете, способ это Аслау или Асул? Вы знаете, вот впервые слышал, что то слово, что это пальцем в небо будет. Мне кажется, впервые встречать так много слов на букву «э». Да. Ну, вообще, Впервые. в Новосибирске не очень Мы популярна как-то буква «э». на очень редко говорим. да. Новосибирск, Туголь, Новосибирск. Новосибирск, Туголь, да. Ну, надо выбрать что-то. Аслау или Асул? Способ. Давайте будет первое Аслау. Будет первое Аслау. Да. Не будет первое Аслау. Это неправильный вариант ответа. Правильный вариант ответа Асул. Это способ. Алас – это хвоя, а Аслау – это коптить. Вот такая вот специфика татарского языка. Играем дальше, играем с вами Фарид. Как по-татарски будет опыт? Тәржиме, тәжвид, тәжрибе. Тәржиме, тәжвид, тәжрибе. Теперь буква на букву Т. Теперь буква на букву Т. Теперь слово на букву Т. Тәржиме. Скажем так, в тренде буква Т. Итак, опыт. Честно сказать, я это слово тоже не знаю по-татарски. И выберу наугад первое. Тәржиме. Тәржиме. Да. Тәржиме, тәржиме. Тәржиме итик залимига. Это неправильный вариант ответа. Ренас, играем с вами. Здесь стало полегче. Так как же по-татарски будет опыт? Все-таки тәжвид или тәжрибе? Вот вы вообще опытный человек? Смотря в чем, Хорошо, в чем вы опытный? сразу перечислить не смогу. То есть во многих профилях вы очень опытный человек. Хорошо, вы женаты? Нет. Ну, есть, видите, где еще набраться опыта. А как бы работаете в этом направлении? Иногда, когда подворачивается случай. Неплохо. Ну, что ж, работающий иногда в направлении женитьбы Ринас Васиков из Бавлов. Как по-татарски будет опыт? Тәжвид или тәжрибе? Тәжрибе. Тәжрибе. И это правильный ответ. Да, действительно, тәржиме – это перевод. Тәжвид – это наука о правильном произношении или чтении, очень часто применяется именно к чтению священного Корана. А тәжрибе – это опыт. Тәжрибе лекаша – это опытный человек. Ну что ж, двигаемся дальше и играем с вами, Ринас, по праву с вашим 7-м вопросом. Подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «приспособление»? Приспособление. Жойланма, жейме, жойдак. Жойланма, жейме, жойдак. Теперь на «ж», да? Жойланма, жейме, жойдак. Как же по-татарски будет приспособление? Наверное, все-таки «жайланма». Жойланма все-таки. Все-таки жойланма, сказал тәжрибәле иногда Ринас Васиков, и абсолютно прав. Да, действительно, жойланма – это приспособление. Жейме – это простыня, а вот жойдак – это всадник. Вот такие вот новые слова. Играем с вами Фарид. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет учение в смысле доктрина? Укату, таглимат, укалыш. Укату, таглимат, укалыш. Учение в смысле доктрина. Вот какое-то новое учение. Ну, например, это учение зародилось
в 18 веке на просторах Ближнего Востока? Ну, только то знакомое слово, только то, которое надо учить. Как в смысле доктрина, таглимет. Вот что-то из двух, наверное, или таглимет, или укалыш. Пусть будет таглимет. Совершенно Пусть будет таглимет. незнакомое слово. Пусть будет совершенно незнакомое слово. Я принимаю ваш ответ, и это правильный ответ. Играем с Ринасом. Ринас, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет задача? Максат, масулият, масале. Максат, масулият, масале. В тренде буква М. Максат, масулият, масале. Маселя? Масале. Вы уверены вообще? Нет. Вам знакомы оставшиеся слова? Так, слегка. Слегка. Ну вот максат. Когда-то я вам их как- слышал, я помню. Но не в контексте задачи. Нет. Ну, вам так кажется, по крайней мере. Но Максат еще так, Что такое максат? не знаю. Могла бы быть и задача, но я больше склоняюсь к Масьяля, потому что на уроках татарского языка решали задачи, и что-то я помню, Масьяля Шиширья. Мы на уроках татарского языка выполняли упражнения, а вот Ринат решал задачи. У нас на математике были задачи, кстати. Да. Вот. Но это правильный вариант ответа. Да, действительно, масаля – это задача, максат – это цель, а вот масулият – это ответственность. То бишь, жаваб лулак. Фарид, последний вопрос. Необходимо догнать Ринаса и поднажать. Как по-татарски будет исследование? Тикшеру, тикшерену, тикшерту. Ну, где ты к черту? Тикшеру, тикшерену, тикшерту. Пусть будет ты к ширину. Пусть будет тикшерену. Это правильный ответ. Тикшеру – это проверять. Тикшерену – это действительно исследование. А тикшерту – это как бы поручить кому-нибудь проверить. На этом первый тур подошел к концу. Фарид, у вас 8 баллов. Ринас, у вас 9 баллов. Это телеигра «Переведи». Не переключайтесь. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Меня зовут Ильсур Нафиков. В эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Фарид Назмудинов из Новосибирска и Ринас Васиков из Бавлов. Первый тур позади, и по итогам этого тура впереди Ринас. У него 9 баллов. У Фарита 8. Отставание минимальное. Готовы играть дальше? Да. Точно? Точно. Сейчас начнется второй, но не последний тур нашей телеигры. Перед вами появятся две темы. После того, как вы выберете тему, вам предстоит перевести 10 слов. Но на этот раз не на татарский язык, а наоборот, с татарского на русский. Каждому слову я снова буду предлагать 3 варианта ответа. Если вы выберете верный, получаете 4 балла. Если выбираете неверный, то из оставшихся 2 право выбора получает ваш соперник. И если он отвечает правильно, он получает дополнительные 3 балла. Все понятно? Да. Точно? Точно. Могу пояснить. Но если что, разберемся по ходу. Тогда мы начинаем. В эфире телеигра «Переведи», второй тур. Let's go, друзья! Перед нами 2 темы. Криминал и характер. Право выбора у вас, Ринас, у вас больше баллов по итогам первого тура. Ну, криминал нам не нужен, пусть будет характер. Ну, криминал нам не нужен, пусть будет характер, сказал Ринас. Играем в тему характер. Ринас, первый вопрос к вам. Как с татарского языка переводится слово «хлок»? Народ, число, характер.
народ, число, характер. Характер, число, народ. Число? Число. Да. Холок – это число. Наверное. Это неправильный ответ. Фарид, есть возможность обойти своего соперника. Как же с татарского языка переводится слово Произнесите холок? еще раз. Холок. Холок. Это народ или это характер? Надо звонок другу сделать. Наверное, народ. Наверное, народ, вы думаете. Ну, холок. Холок. Опять вот в чем произношение, фишка получается. Если холок, ты себя... Ну, Ну, холок ты пёзала. Холок ты пёзала. тогда, наверное, характер. Тогда, наверное, характер, сказал Фарид. Тогда, наверное, Фарид прав. Да, действительно, холок – это характер. Холок – это народ, а вот число – это исеп, сон. Так, Фарид, играем с вами. Как с татарского языка переводится слово рахматле? Хитрый, благодарный, интересный. Ну, наверное, там корень слова рахмат. Спасибо. Скорее всего, это благодарный. И это правильный ответ. Да, действительно, хитрый – это хайлякер, а вот интересный – это казакла. Ну, а рахматле – это благодарный. Играем с вами, Ринас. Как с татарского языка переводится слово юаш? Юаш. Веселый, робкий или задиристый? Вот вы какой были в детстве? Веселый, робкий или задиристый? Все вместе. Веселый, робко, задиристый. Нет, я засчитать могу все, что угодно. Ну, как правильный ответ? Ага. Чувствую, вы хитрый, то бишь хайлякар из прошлого вопроса. Итак, ваш ответ? Задиристый. Задиристый. Да. И это неправильный ответ. Дело в том, что юаш – это не задиристый. Попробуем реабилитироваться Наверное, в детстве и был обогнать. все-таки задиристым был. Робкий. Робкий. Сказал Фарид, и он абсолютно прав. Да, действительно, юаш – это робкий. Юаш робкий, а вот задиристый – это, наверное, бейлянчик такой. А веселый – это, конечно, кунгелле шунды. Весельчак. Или Ринас. Ну, задиристый татарин. Играем с вами. Фарид, как с татарского языка переводится слово «шаян»? Не «шаян», а «шаян». Придурковатый, шутливый, легкий. Ну, Боршаян жерлары, наверное, это шутливые. Все-таки Шутливость. Мелодии шутливые вот эти все. Шутливый все-таки. Наверное, шутливость. Наверное, шутливый, сказал Фарид, и, наверное, он прав. Да, действительно, шаян – это шутливый. Придурковатый такой юляр, а легкий жингель или онсад. Что ж, играем с вами, Ринас. Как с татарского языка переводится слово «казуконла»? Твердый, вспыльчивый, мягкий. Казуконла. Вот как вы думаете, вы казуконла? В зависимости от ситуации. Ага. Интересно, в каких ситуациях вы твердые и мягкие, вот это вот самое. Вспыльчивый, скорее всего. Вспыльчивый. Да. И это правильный ответ. Твердый куатта, мягкий юмшак, а казуканла это вспыльчивый. Играем с вами, Фарид. Как с татарского языка переводится слово гарур? Злой, гордый, болтливый. У нас в Новосибирске, с Татарстана это пришло. Мин горур татар булума. Такая фраза пришла с Татарстана. Я гордый, потому что я татарин, гордый. Гарур, мин гарур, татар булума. И это правильный ответ. Да, действительно, гордый это гарур. Злой это усал, а болтливый это, такалда, купсилянущан или ильсур. Тоже как бы очень похожие слова. Играем с вами, Ринас. Как с татарского языка переводится слово «таваккаль»? Такое прям слово. Сообразительный,
решительный или бесстрашный? Сообразительный. Сообразительный. Вы вообще уверены в этом ответе? Нет. Хоть чуть-чуть. Даже чуть-чуть не уверен. Даже чуть-чуть не уверен, сказал он. И он даже чуть-чуть не прав. Это неправильный ответ. Фарид, есть возможность рвануть вперед дальше. Как же с татарского переводится слово «таваккаль» на русский язык? Решительный или бесстрашный? Наверное, бесстрашный. Наверное, бесстрашный. Это неправильный ответ. Бесстрашный будет куртусас, сообразительный будет зиряк, а вот таваккаль будет решительный. Играем с вами, Фарид. Как с татарского языка переводится слово «такаббер»? Высокомерный, искренний, смелый. Высокомерный, искренний, смелый. Я это слово слышал. Такаббер. Высокомерный, искренний, смелый. Такаббер. Ну, то есть, да, у нас говорят такапер, я слышал, не Б, вот как вы произносите. Я выберу первое. Высокомерный. Да, вроде в таком контексте было, что он такой такапер, какой-то такой привередливый какой-то. Вот. Наверное, так я. И это правильный ответ. Да, действительно, такаббер — это высокомерный. Искренний — это ихлас, а смелый — это кью. Играем с вами, Ринас. Ринас, это последний вопрос второго тура для вас. Вам надо очень поднажать, потому что вы дико отстаете от своего соотечественника из Новосибирска. Как с татарского языка на русский переводится слово «оралашущан»? Общительный, немногословный, сердобольный. Общительный. Это я знаю, общительный. Общительный. Принято. И это правильный ответ. Да, действительно, Оралашущан — это общительный. Сердобольный — это Казганущан, а вот молчаливый — это Оасузле или, ну, такой вообще Силямит Ранкши. Ну, точно Мина Шаман. Вот. Последний вопрос второго тура. Играем с вами, Фарид. Как с татарского языка переводится слово «тангасыс»? Тангасыс. Наивный, тихий, беспокойный. Вот, честно говоря, я не знаю. Пусть будет тихий. Пусть будет тихий. Это неправильный ответ. Ринас, снова с вами играем. Как же на русский язык переводится слово «тангасыс»? Беспокойный? Беспокойный? Да. И это правильный ответ. А тангасыс — это беспокойный. А наивный — это биркатлы киши. Наивный биркатлы киши. На этом второй тур нашей телеигры подошел к концу. Но сама игра еще не заканчивается. Впереди нас ждет финальный раунд. По итогам второго тура, Фарид, вы набрали 22 балла. Ринас, вы набрали 11 баллов. Общий итог игры на данный момент. У вас, Фарид, 30 баллов. У вас, Ринас, 20 баллов. Впереди нас ждет финальный раунд. Не переключайтесь. Скоро увидимся. Вы смотрите телевизионную игру «Переведи». Это игра, в которой победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодняшние участники – это Фарид Назмудинов из Новосибирска и Ринас Васиков из Бавлов. Подошли к финалу, но с очень разными баллами. Но все еще впереди. Кто же победит сегодня? Новосибирск или Бавлы? Кто знает татарский лучше? Фарид или Ринас? Все решит финальный раунд, финальная битва нашей телеигры. Фарид, Ринас, перед вами появятся сейчас две темы. Нужно будет выбрать одну из них. Традиционно выбирает тему человек, у которого больше баллов по итогам первых двух туров. И это вы, Фарид. После этого вам будет предложено 10 слов. Перевести с русского языка на татарский. Но в этом случае вариантов ответа нет. Если вы отвечаете правильно, получаете 4 балла. Если нет, то право переходит к вашему сопернику. И в этом случае он может заработать дополнительные 5 баллов. Все понятно? Да. Да. Мы играем в финальный раунд.
С нами Фарид и Ринас. Кто сильнее, выяснит игра. Поехали. На экране две темы. Литература и одежда. Фарид, выбирайте. Давайте литература. Давайте литература. Играем в литературу. Первый вопрос вам. Как по-татарски будет писатель? Я заучу, наверное, какой-нибудь. Какой-нибудь, наверное, я заучу, с юмором сказал Фарид, и он абсолютно прав. Да, действительно, язуще – это писатель. Аринас, второй вопрос вам. Как по-татарски будет читатель? Как по-татарски будет читатель? Окуще. Укуще. И это правильный ответ. Фарид, дальше сложнее. Как по-татарски будет книга? Китап. Китап. И это верно. Да, действительно, книга – это китап. На самом деле все не так сложно, как кажется. Играем с вами, Ринас. Как по-татарски будет поэт? Шагырь. Шагыр. И это правильный ответ. Ну что ж, Фарид, играем с вами. Как по-татарски будет стихотворение? Шигар. Шигар. И это правильный ответ. Неплохо. Играем с вами, Ринас. Как же по-татарски будет рассказ? Так, Ринас, соберитесь. Как же по-татарски будет рассказ? Сейлем. Силям. Силям – это неправильный вариант ответа. Есть возможность заработать дополнительные баллы у вас, Фарид. Как же рассказ будет? Вот честно сказать, не знаю, как рассказ. Не знаете. Тоже силям. Силям. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, рассказ по-татарски будет хикая. А силям – это говор или наречие. Вот такая вот история. Играем с вами, Фарид. Как же по-татарски будет глава? Не в смысле глава района, а в смысле глава применительно к литературному произведению. Баш, наверное. Ну да, баш. Ответ неправильный. И играем с вами, Ринас. Как же по-татарски будет глава? Итак, ваш вариант? Нет. Нет. Затрудняюсь Вариант нет ответить. – это неправильный вариант. В действительности глава будет булек. Итак, играем с вами, Ринас. Как по-татарски будет отрывок? Как же по-татарски будет слово отрывок? Боюсь, я сейчас придумаю. Киселеш. Киселеш. Придумали. Ну так придумали, так придумали. Это неправильный вариант. Фарид, есть. Значит, если придумывать, нельзя будет зелек. Зелек. Ну что ж, фантазия безгранична, а точный ответ ограничен. Это неправильный ответ. В действительности отрывок будет зек или парча. Вот такая вот истина. Играем с вами, Фарид. Как по-татарски будет типография? Типография. Типография. Да, Ну, типография. Типа типография. не графия, типа непонятно что. Да. Нет, Это... я не знаю это слово. То есть вообще нет вариантов? Ну, типография, все. Ну, типография. Ладно. Типография, типа неправильный вариант ответа. Ринас, есть вот минимальный шанс спастись в этой игре. Как же по-татарски будет типография? Не буду даже гадать. Даже не будете гадать. Нет. Правильный ответ – басмахане. Типография по-татарски будет басмахане. Ринас, последний вопрос этой игры адресован вам. Как же по-татарски будет издательство? Ваш вариант? Затрудняюсь ответить.
Это неправильный вариант ответа. Фарид, попробуем? Я этого слова, к сожалению, не знаю. Ну, не слышал. Может, и слышал, но не придавал значения. Но Издательство по-татарски это «Нашрият». ни разу не слышал. Вот такие вот новые слова. Итак, закончился финальный тур. Результаты финального тура. Фарид, вы набрали 42 балла. Ринас, вы набрали 28 баллов. Фарид, я поздравляю вас с победой. Ринас, вам желаю получше выучить родной татарский язык. От нашей программы, от телеканала «Татарстан. Новый век» мы дарим вам небольшие подарки. Это вам. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. С вами была телеигра «Переведи» и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Мне игра очень понравилась. Было, конечно, тяжеловато. Настроился на победу, но, увы, не получилось. Для себя подчеркнул новые слова. То есть есть еще к чему стремиться, изучать.